С момента обретения независимости Кыргызстаном Россия всегда оставалась главным партнером и стратегическим союзником. Добрые и доверительные отношения сложились еще на протяжении общей советской истории. Не зря первая зарубежная поездка Садыра Джапарова в качестве президента состоится именно в эту страну, говорят эксперты. Внешнеполитический курс Кыргызской республики нацелен на дальнейшее укрепление и всестороннее расширение и развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией. В рамках предстоящего визита Садыр Джапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия. Высокий и приоритетный уровень кыргызско-российских отношений обусловлен исторически, говорят эксперты. Именно поэтому визит главы государства в Россию был ожидаем. Предполагается, что одним из важных вопросов на запланированной встрече двух президентов станет обсуждение вопросов, связанных с экономикой. Понятно, что для нас приоритетом являются вопросы экономики с учетом той сложившейся ситуации в нашей стране. Я полагаю, что одним из важных вопросов, которые должны быть решены, и мы надеемся на это в краткосрочном периоде, это вопросы организации транспортного сообщения, в частности воздушного сообщения, с тем, чтобы наши мигранты, которые были вынуждены во время пандемии вернуться на родину, имели возможность снова выехать на места своей постоянной работы, тем самым облегчив в целом ситуацию на трудовом рынке Кыргызстана. Эксперты также предполагают, что в ходе встречи будут подняты вопросы реализации инфраструктурных проектов, потому как Россия является одним из надежных партнеров с возможностью инвестирования. Вопросы будут обсуждаться не только на двустороннем уровне, но и с подключением возможностей наших стран в рамках нашего сотрудничества, в рамках региональных международных организаций, таких как и Евразийская экономическая комиссия, значимость которой с каждым годом, я думаю, будет возрастать, так и в других направлениях военно-политического сотрудничества в рамках ОДКБ и такой организации, как ШОС. Безусловно, не останутся вопросы и культурно-гуманитарного сотрудничества, потому что и в этой сфере наше взаимодействие имеет очень глубокие корни и большие перспективы как и подготовки кадров для нашей страны, так и культурного обмена. Отметим, что в ходе официального визита Садыра Джапарова планируется провести двусторонние встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Поездка главы государства откроет новую веху в расширении сотрудничества между нашими странами, считают политологи. Накопились очень много вопросов двустороннего формата. Это и вопросы экономики, да, и социального, может быть, плана. Да. Ну и также вот именно самым актуальным вопросом на сегодняшний день является это борьба с пандемией. Да, и в этом плане, в этом контексте мы думаем, что Российская Федерация поддержит нас обеспечением вакцины против COVID-19. Да? Это вот актуальный вопрос. Нынешний визит откроет очень большие перспективы, и мы должны также вот именно и не только в двустороннем формате, да, и в рамках международных организаций, то есть в частности в Евразийском экономическом союзе, да, укреплять и наращивать свой потенциал. Планируется, что в России Садыр Джапаров также встретится с соотечественниками и кыргызстанскими студентами. Глава государства примет участие и на встрече с бизнес-сообществом России, куда приглашены представители порядка 30 ведущих компаний страны. На мероприятии будут представлены свыше 20 инвестиционных проектов. Экономисты говорят, что эта площадка может стать хорошим фундаментом для открытия в нашей стране совместных перерабатывающих предприятий. Ожидается, у нас весна будет хорошая. Уже сейчас можно по заказам сделать, каким заводам, каким регионам, каким там городам можно поставлять эту продукцию, сейчас даже подписывать, и чтобы они дали деньги, инвестиции, и вложить сюда перерабатывающие предприятия. У нас во многих местах, где вот непосредственно на экспорт отправляем овощей, фруктов, там, чеснок, так далее, так далее. Вот такие продукты, особенно продукты мяса, экологически чистое мясо. В свое время мы 3 миллиона ягнят отправляли, то есть мясо ягнят отправляли в Ленинград, сейчас Санкт-Петербург. Может, вот это надо восстанавливать надо. Это будет и хорошо для наших бизнесменов. Можно вот здесь перерабатывать и отправлять, значит, по регионам Российской Федерации. Это дал огромный эффект.
Отметим, что прошлый год был объявлен перекрестным годом России и Кыргызстана, однако из-за пандемии коронавируса многое из совместных планов не было реализовано. Об этом в своей статье «Союзнические узы» отметил Садыр Джапаров. Глава государства предложил продлить сроки проведения перекрестного года. В статье президент особо подчеркнул, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большей мере определяется нашими национальными интересами. Много лет Кыргызстан жил и развивался рука об руку с Россией. Эти нерушимые связи исторически занимают прочное положение в материальном и духовном фундаменте нашей древней и молодой государственности, пишет Садыр Джапаров. Айтолкун Сулпуева, Жанадиля Бубакир Улу, ЛТР, Бишкек.